Заповедная система России через несколько недель отметит столетие. Сегодня сотрудники заповедника Хакасский рассказали, с чем готовятся встретить большой праздник и как охранные территории стали не просто защищать флору и фауну республики, а нести экологическое просвещение. Подробности у Марии Добрыниной. 2016 для охранных территорий республики стал знаковым. Десятки федеральных проектов и всероссийских акций фактически круглый год проходили непосредственно в дикой природе. Участок Аглахты, озеро Иткуль, федеральный заказник Пазарым и еще множество уникальных территорий посетили десятки тысяч туристов, половина заграничных. А тесное сотрудничество с коллегами из США и масштабная работа заповедника Хакасский сделала мечту нашей республики ближе. Совсем скоро древнейшие петроглифы участка Аглахты, возможно, войдут в наследие ЮНЕСКО. Когда объект имеет статус всемирного наследия ЮНЕСКО, это означает, что он соответствует определенным критериям международного уровня. Скажем, повесток дня в совещаниях, конференциях, форумах, либо в туристических маршрутах. И когда идет речь о том, что можно посетить объект всемирного наследия ЮНЕСКо, это уже говорит что-то само за себя. К природе, кажется, стали уважительнее относиться нарушители. Преступлений, связанных с браконьерством или несанкционированным отдыхом, все меньше. В основном злоумышленники отделываются административным штрафом или устным предупреждением. И все же 6 человек угодили под уголовные дела. В том числе незваные гости из Сирии. Мы поймали кормить, кушать. Учить его, как кушать. Он потому что молодой. И все. То есть ты его хочешь поймать, научить его есть и отпустить? Да. Охраной почти 270 тысяч гектар занимаются 64 инспектора, в том числе группа быстрого реагирования. И, к слову, в этом году перечень, что можно делать и что нет, туристам на территории федерального значения расширили. Инспекторы практически всего Сибирского округа теперь проходят тренинг, семинары в Хакасии. В общем, делаем все для того, чтобы инспектор он не зацикливался на чем-то своем, не был просто охранником. Потому что в наше время инспектор – это же достаточно комплексный специалист должен быть. Как никогда прежде сейчас тесно сотрудничают заповедник и Госкомтуризм. В этом году пилотный проект «Деревня предков» собрал рекордное количество туристов и желающих посетить музей под открытым небом на участке Аглахты. В 2017-м заповедники Сибири и вовсе решили объединиться и создать маршрут в несколько тысяч километров, который объединит заповедники Хакасский, Саяно-Шушенский и Красноярские столбы. Главное, что преследуют организаторы – донести до туристов, что существует совершенно другой уровень отдыха на природе – не разрушать и потреблять, а бережно сосуществовать с дикой природой. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.